Что к ним заглянут гости с пакетами продуктов, жители не ожидали, но тем приятнее стал визит. О малоимущих семьях, проживающих здесь, активисты ОНФ узнали совершенно случайно, возвращаясь с очередного выезда по оказанию помощи маломобильным людям. Заметили по обратной дороге одинокий домик щитовой и коляску инвалидную у входа. Решили поинтересоваться, поздоровались, узнали у хозяина, что он проживает в данном домике с супругой, инвалидом, ухаживает за ней. А также выяснилось, что поблизости еще около 11 семей, проживающих с таким же материальным недостатком. Волонтеры тут же составили новые списки и при первой же возможности приехали с продуктовой помощью. Такое внимание глубоко тронуло и Руслана Тукаева. Поделившись своей историей, он и не думал, что его и соседей так поддержат. Но в этот священный для всех мусульман месяц часто происходит что-то хорошее. Благодарят за продукты питания и другие получатели. Руку помощи в этом богоугодном деле протянули сами жители республики в рамках акции «Тележка добра», запущенной Народным фронтом региона. Вот такие тележки установили в 14 различных продуктовых точках Ингушетии. Заполнить ее может любой желающий, купив и оплатив товар на кассе. Следом в дело вступают волонтеры ОНФ, которые разносят продукты малоимущим семьям. Акция охватывает всю географию республики. Тем, кому необходима поддержка, может обратиться в колл-центр акции взаимопомощи ОНФ, открытой в регионе по номеру 8 800 234 11. И активисты фонда внесут вас в список и постараются помочь. Тележка добра, стартовавшая в рамках всероссийской акции «Мы вместе», направлена на поддержку жителей в период пандемии. Самыми первыми к ней в регионе присоединился Общественный народный фронт. И волонтеры ОНФ надеются, что за это время в ней примут участие многие. Дана Плеева, Новости 24.